Сосногорский район посетила исполняющая обязанности министра физической культуры и спорта Республики Коми Наталья Карина. В программу рабочего визита вошло посещение спортивных объектов и встреча с представителями отрасли. Первый в списке – конноспортивный центр «Фортуна». Учреждение располагает 12 лошадьми. На регулярной основе здесь занимаются от 20 до 30 ребят. В этом году «Фортуна» подала заявку на участие в республиканском проекте «Народный бюджет». Если предложение будет одобрено, в Устюгте построят открытую конкурсную площадку. Строительство новой площадки даст нам возможности, во-первых, более качественно проводить тренировочный процесс, тренировки, более высокие препятствия ставить, то есть так как лошадь может развивать более высокую скорость, и само покрытие площадки будет позволять более правильно тренировать и как лошадей, так и всадников, правильно управлять лошадью. Следующий в списке – стадион «Локомотив». Еще совсем недавно спортивный объект был практически заброшен. Но сейчас полным ходом идет его восстановление. На стадионе оборудовали беговые дорожки, площадку ГТО, отремонтировали футбольное поле. В ближайших планах, скажу по секрету, мы планируем построить на следующий год волейбольную площадку для пляжного волейбола, который в эти теплые дни, как в этом году, наши жители могли бы наслаждаться волейболом, оздоравливаться, получать удовольствие от жизни. Большой популярностью «Локомотив» пользуется среди любителей баскетбола. Здесь проводятся тренировки, а также игры Сосногорской лиги глухаря. Здесь постоянно проводят свободное время молодежь, дети, то есть им нравится эта площадка. Здесь уютно, тенечек в жаркий день создают деревья. Сама площадка по качеству неплохо сделана, выполнена. То есть детям здесь нравится собираться и в свободное время, а также мы, как организаторы соревнований, выбираем эту площадку всегда, потому что она наиболее удобная, комфортная в нашем городе. Здесь приятный отскок мяча, хорошая разметка. В настоящее время сосногорские спортивные объекты готовятся к новому сезону. Так, например, плановые работы практически завершились в плавательном бассейне «Аюва», который в сентябре примет более 60 ребят. «Аюва» как объект востребована у наших жителей. И с началом лета мы приступили к плановым ремонтным работам, которые уже идут к завершению. И думаю, с начала учебного года двери нашего заведения откроются для жителей, которые будем ждать их с удовольствием, опять же, чтобы они занимались, получали, оздоравливались, получали удовольствие. Готов к новому сезону и клуб единоборств «Гладиатор». В течение лета здесь отремонтировали кровлю и спортивный зал. По кровле сделана у нас, согласно народного бюджета, новая кровля над борцовским залом, над залом единоборств. Все работу выполнили, гарантия год фирма предоставила нам. Плюс мы в зале единоборств поменяли полы, фанеру настелили. Также косметический ремонт стен, потолков и замена освещения. Визит в Сосногорский район продолжился посещением Нижнего Одесса. Наталья Карина встретилась с жителями поселка и ответила на вопросы, связанные с развитием отрасли. Например, уже много лет нижнеодессцы ждут собственного бассейна. Построить его не так сложно, отметила министр спорта. Но проблемы обязательно возникнут позже. Ведь содержание такого объекта может не потянуть местный бюджет. По бассейну я понимаю их озабоченность. Надо детям плавать. Конечно, это спорт и просто здоровый образ жизни. Но сегодня для того, чтобы построить бассейн здесь, убыль населения, это очевидно. Нужно все-таки рассчитать полностью. Мы договорились, что мы с Лукойлом выйдем вместе на Лукойл и рассчитаем полностью финансово-экономическое обоснование. Все-таки может лучше построить две универсальных площадки, чем бассейн. Но если люди выбирают, мы должны идти навстречу к людям. Мы попытаемся посмотреть, насколько это все-таки целесообразно. Прозвучали вопросы и о развитии спортивной инфраструктуры Нижнего Одесса. Например, этим летом были проведены работы на хоккейной площадке физкультурно-оздоровительного центра «Нефтяник». Мы большую работу, я честно скажу, что это огромная работа проведена по замене освещения. Старые лампы системы ДРЛ, так называемая система, они грелись, нагревались, снег, падая зимой, образовывал сосульки все различные. Сейчас мы перешли на диодные. Эти лампы, которые не греются. Начнется сезон, я думаю, мы это увидим, что будет все работать на 100%. Плюс, что еще? Отремонтировали борта хоккейные на корте, тоже немаловажно. Заклеили их там с трещинами. Готовим к сезону.
Как отметила Наталья Карина, спортивные объекты Сосногорского района к новому сезону готовы. Теперь главная задача – привлечь к ним как можно больше жителей муниципалитета. Я вообще хочу поблагодарить от уборщицы, заканчивая директором и вашей администрации всех районов, таких красивых, чистых, ухоженных и подготовленных объектов спортивному сезону нужно еще поискать. Большие молодцы, видно, что стараются не только для себя, но и для подрастающего спортивного поколения. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Жители Сосногорска отметили День железнодорожника. Для города это особый день в календаре, ведь он начинался как небольшая станция Ижма, ставший потом одним из логистических центров Северо-Запада. Именно поэтому для многих наших земляков профессиональный праздник тружеников стальных магистралей – это практически второй день города. Сегодня в Сосногорске живут и работают десятки трудовых династий, заслуженно носящих звание железнодорожников. И мы все благодарим вас и выражаем слова признательности за ваше трудолюбие, ответственное отношение к делу и преданность профессии. Особые слова благодарности хочется выразить ветеранам, многие из которых по-прежнему в строю и передают свой бесценный опыт молодежи. Уважаемые труженики стальных магистралей, желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и, конечно же, успехов в решении поставленных задач. Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником Днем железнодорожника. Железнодорожная отрасль занимает очень ведущее место в жизни нашей страны. Благодаря вашей нелегкой работе вы соединяете города, регионы, страны. Примите искренние поздравления в ваш профессиональный праздник. Я хочу пожелать вам всем здоровья, мирного неба, семейного благополучия, профессиональных достижений. Сегодня Сосногорский регион Северной железной дороги – это мощная структура, которая слаженно работает не только на благо региона, но и всей страны. И даже в непростых экономических условиях и ее работники только повышают показатели. Мы получили массу очень лестных, красивых поздравлений от правительства Российской Федерации по видеоселектору, от руководителя администрации Республики Коми, от главы администрации Республики Коми. И все в один голос сказали, что единственная стабильная, успешная отрасль – это отрасль транспорта, которая опирается на железную дорогу. Мы все невзгоды, которые сегодня в стране есть, на своих плечах вывозим. Логистику, грузовые перевозки, стабильные, безопасные перевозки пассажиров. На сегодняшний день вот мы здесь стоим, радуемся, а команда Сосногорского региона в лице машинистов, путейцев, дежурных по станции, вагонников, ПЧМ, РЦС, ШЧ на своих трудовых местах внесут вахту. И благодаря этой вахте сегодня все поезда на северной дороге идут по графику. В историю Сосногорского региона Северной железной дороги вписано множество имен. В их числе и ветеран Великой Отечественной войны Михаил Сорокваша. Работу на железнодорожном транспорте он начал в 1950 году машинистом в локомотивном депо станции Ижма. Затем работал машинистом-инструктором, заместителем начальника отдела движения. В 1990 году ушел на заслуженный отдых. День железнодорожников – это достойная дата всех работников железнодорожного транспорта. Железнодорожный транспорт – это все. Промышленность, сельское хозяйство. От работы его зависит все. И эту работу выполняют наши уважаемые работники. Благодарю их и поздравляю с этим большим праздником нашей отчизны. Пандемийный период не позволил провести День железнодорожника в прошлом и позапрошлом годах. Именно поэтому праздника ждали с особенным нетерпением.
Приятно, безумно, то есть мы этот праздник очень долго ждали, очень сильно его хотели. Вот, наконец-то смогли мы собраться его и достойно отметить. Открыл праздник парад железнодорожных подразделений. После официальных поздравлений были вручены награды отличникам и ветеранам производства. Долго ждали этого праздника. Я очень рад, что мы смогли собраться всеми коллективами северного участка железной дороги. Ну, о награде спасибо, что не забывают ветеранов. Но я поддерживаю своего коллегу, который также заслужил, как и я. Мы длительное время, очень у нас стаж большой, что значит, моего соседа, что у меня большой стаж, локомотивное депо, энергоучастие, ШЧ-15, да, у вас? Да. Так что мы еще работаем на предприятиях, участвовали всегда во всех мероприятиях. И на пенсии стараемся не сдавать позиций, и стараемся помогать людям и участвовать во всех мероприятиях. Спасибо за то, что нас все-таки ценят, не помнят, приглашают. Также в этот день были вручены сертификаты о занесении на доску почета в сквере железнодорожников. Эта традиция была заложена вместе с открытием общественной территории в 2014 году. Среди ветеранов железнодорожников много почетных, заслуженных ветеранов, заслуженных, почетных железнодорожников, заслуженных ветеранов железнодорожного транспорта, орденоносцев и медалистов. Очень много. Поэтому вот у нас сейчас это 8-я доска. Вот. И там снова заслуженные работники всех отраслей. Это и вагонная, и локомотивная, и дистанции пути, и движение. В общем, все на доске этой почета. Продолжился День железнодорожника праздничным концертом и спортивными состязаниями, участие в которых приняли виновники торжества и члены их семей. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.